Башкортостан присоединился к общефедеральному проекту «Земля для стройки». Это электронный ресурс, который позволяет любому выбрать землю под жилищное строительство. Обсудим тему подробно прямо сейчас вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня с нами помощник руководителя управления Росреестра по Республике Башкортостан Наталья Шагиева. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ждем подробностей про проект «Земля для стройки», для чего он создан и есть ли информация, какие земельные участки в первую очередь туда войдут. Ну, в целом, главная цель этого проекта «Земля для стройки» – это помощь потенциальным инвесторам, застройщикам и гражданам в приобретении земли под жилищную застройку. Речь идет как и о застройке под многоквартирные жилые дома, так и под индивидуальные жилые дома для граждан. В целом, с помощью данного проекта возможно буквально в один клик выбрать земельный участок под застройку и, соответственно, направить заявку на приобретение этого земельного участка также возможно в один клик. Туда, в этот сервис, входят земельные участки по всей Российской Федерации и, соответственно, буквально скоро туда войдут земли по Республике Башкортостан. Вот буквально очень скоро это произойдет. Как выглядит этот портал? Это отдельное приложение для сотовых телефонов, да, для гаджетов, либо это сайт? В целом данный сервис размещен на публичной кадастровой карте. То есть достаточно зайти в этот сервис, выбрать на цифровой карте такую отметку, как жилищное строительство. Нужно в поисковик забить, допустим, код субъекта, например, в Республике Башкортостан это 02, двоеточие и звездочка. И, соответственно, сервис начнет поиск свободных земельных участков, которые загружены вот в этот сервис. Необходимые земельные участки будут промаркированы такими синими плашечками. Можно зайти туда и получить всю информацию по конкретному участку. Почему все происходит так быстро? Да потому что эти земельные участки уже сформированы, все согласовательные процедуры по ним проведены. То есть любой желающий, как инвестор, так и просто гражданин, может посмотреть, кому принадлежит эта земля, то есть в какой собственности она находится, какой у него адрес, какая у него площадь, какие коммуникации к нему подведены. И в случае, если земельный участок ему нравится, он хочет его приобрести, он буквально нажимает кнопку, и заявка отправляется в уполномоченный орган того субъекта, который этими земельными участками распоряжается. У нас на территории республики это Минземимущество Республики Башкортостан. Соответственно, именно они будут потом заниматься с этим гражданином или там застройщиком, инвестором и определять все условия, как будут приобретаться эти земли. Сервис уже работает? Он уже работает. В тестовом режиме он начал свою работу в феврале этого года на базе 4 пилотных субъектов. Проект уже хорошо себя зарекомендовал, и уже постепенно туда стали добавляться и другие субъекты. Это происходит после того, как заключается как раз соглашение между субъектом и Росреестром. И вот буквально неделю назад республика у нас также подписала соглашение с Росреестром. Ну, то есть Башкортостан уже присоединился к этому проекту? Он уже в проекте, да, но пока что именно вот конкретная информация по земельным участкам туда не загружена. Это будет сделано в ближайшее время. Оператором выгрузки этой информации у нас на территории региона обозначено, опять же, Минземимущество. После заполнения определенных форм по выбранным уже земельным участкам эта информация будет направляться в Федеральную кадастровую палату, и они, как только эту информацию получат, в течение 5 дней ее выгрузят в сервис. И уже буквально любой желающий может воспользоваться им и приобрести землю. Какие земельные участки войдут в первую очередь? Ну, у нас на базе управления Росреестра функционирует оперативный штаб. Он межведомственный. И уже на сегодняшний день определены 40 земельных участков в 11 городах, крупных городах Республики Башкортостан. Но эта цифра не окончательная. Оперштаб продолжает свою работу. Земельные участки будут продолжать выявляться, выгружаться в этот сервис. В целом же по Российской Федерации было определено порядка 5000 таких земельных участков общей площадью 100 тысяч гектар. И, соответственно, на этих гектарах возможно построить, возвести более 300 миллионов квадратных метров жилья. Это существенная цифра, и, соответственно, нацпроект действительно выполняется. Для чего вообще создан этот проект? Чтобы сделать прозрачнее всю систему передачи земельных участков для жилищного строительства, либо нет? Совершенно верно, именно для этого. И это упрощенная процедура. Это на самом деле просто, и вот мы сами уже пробовали пользоваться этим сервисом. Действительно удобно. И вот как раз технический момент, как все происходит.
Ну, я уже говорила, то есть достаточно зайти на публичную кадастровую карту, выбрать вот этот маркер для жилищного строительства, и в считанные минуты вам выйдут, вне зависимости от места расположения, то есть если вы хотите там, по республике Башкортостан поискать или по другим субъектам, это можно сделать, вот, вбив только достаточно как бы, код региона. Цифровизация касается многих сфер жизни. В Росреестре готовятся ли еще какие-то новые электронные сервисы, да, и на что они направлены? Давайте рассмотрим вот ближайшие и дальнюю перспективу. Ну да, хочется, наверное, осветить те сервисы, которые уже прямо сегодня могут помочь гражданам в оформлении недвижимости. И, наверное, можно это рассмотреть по таким жизненным ситуациям. То есть, что интересно гражданам, как правило. Да? Очень часто необходима информация по объектам недвижимости вот здесь и сейчас. Как узнать кадастровый номер, как уточнить адрес, допустим, объекта, как узнать, наложен ли арест на объект и так далее. Какая кадастровая стоимость у объекта, например, если вы хотите купить какую-то квартиру, выбираете ее. Есть сервис справочной информации по объектам недвижимости онлайн. Он абсолютно бесплатный, по адресу или по кадастровому номеру, или по условному номеру. Можно в поисковике забить, и эта информация вся выйдет. То есть в том числе даже ограничения, обременения. Это очень удобно, и вот сервис работает здесь и сейчас. Часто гражданам хочется иметь контроль за теми объектами, которые ему принадлежат, гражданину, например. С этой целью в том числе создан такой сервис, как личный кабинет. На портале Росреестра все знают личный кабинет налогоплательщика, а у Росреестра есть личный кабинет правообладателя. В этом сервисе загружена вся информация о принадлежащих конкретному гражданину объектах недвижимости. То есть зайти в данный сервис можно, если вы имеете аккаунт на портале госуслуг. То есть через этот логин, пароль возможно зайти в личный кабинет. И там есть вся собственность, которая принадлежит конкретному человеку. В случае, если этой информации там нет, значит ее нет и в реестре. Может быть, это какая-то ранее учтенная информация. Достаточно просто обратиться в МФЦ со старыми документами, и право собственности абсолютно бесплатно. Вот в этом случае за вами зарегистрируется, и она также отобразится в личном кабинете. И через этот сервис можно получать все услуги Росреестра в электронном виде, начиная там, от регистрации недвижимости и заканчивая просто подачей такого заявления, как невозможность регистрации с вашим объектом недвижимости без вашего жилищного участия. Ну, это вот второй момент мы рассмотрели. Еще очень часто у граждан возникает вопрос, как же быстро получить выписку из реестра недвижимости, потому что для получения каких-то госуслуг, муниципальных услуг эта справка нужна, как правило, вот здесь и сейчас, а то еще и вчера. И сегодня, конечно же, эту выписку можно заказать в электронном виде, как через портал Росреестра, через портал Кадастровой палаты и в том числе через портал госуслуг. И такая выписка выдается буквально в течение 15 минут. И она, вот эта электронная выписка, она абсолютно эквивалентна бумажному варианту, который мы там можем заказать в МФЦ, ждать ее нужно несколько дней. А тут она приходит вам там, от 15 минут до нескольких часов, вы ее можете распечатать, и любой орган, любая организация у вас ее примет. То есть это вот опять же вопрос решается, как быстро получить этот документ. И, наверное, вот такой последний сервис мы разберем. Очень часто людям трудно разобраться, какие документы нужны для той или иной сделки. Часто к профессионалам обращаются с этим вопросом, но Росреестр создал два таких сервиса. Называется «Регистрация просто», это отдельный сайт, и есть сервис жизненной ситуации на портале Росреестра. Небольшой опросник заполняем, и в зависимости от того, какая сделка, ну это все в опроснике определяется, появляется полный перечень этих документов, которые вам нужны конкретно вот для вашей сделки, в том числе определяются сроки, в какие вы получите эту услугу, и какую госпошлину потребуется заплатить, это очень удобно. Что касается будущих сервисов, наверное, я остановлюсь на одном таком интересном, мы сами его ожидаем, ориентировочно к 2023 году. Большая разработка такая идет, виртуальная комната сделок. То есть это будет на едином портале, будут аккумулированы все организации, которые заняты предоставлением услуг в сфере оформления недвижимости, начиная от агрегаторов рынка, то есть там Авито и прочие вот сайты, на которых как раз можно осуществить выбор объектов недвижимости. Там будут банки, там будут застройщики, там будут оценщики, там будут специалисты Росреестра. И вот буквально в одном окне, вот в этом сервисе, вы получаете услугу от подбора до оформления недвижимости. И в этом случае вся сделка будет занимать не более 3 дней, вот вся процедура, а ипотека будет осуществляться в течение всего лишь 1 часа.
Это очень удобно. Как раз про ипотеку хотела спросить еще один вопрос. Мы видели взрывной рост в связи с льготной ипотекой, да, от правительства России. Вот какая часть из них была в электронном виде, есть ли такая статистика, да, и заметно ли здесь тоже переход именно больше в цифру? Действительно, у нас существенный рост электронной регистрации. Вот мы подводили итоги полугодия, 83% роста по сравнению с прошлым годом. Это действительно неплохой показатель. И ипотека, и регистрация ДДУ действительно идет большой рост. И более того, даже опережает федеральный рост. И Республика Башкортостан входит в число тех регионов, где именно льготная и сельская ипотеки очень востребованы. И на сегодняшний момент они не сбавляют вот этого темпа. Спасибо, Наталья. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была помощник руководителя управления Росреестра по Республике Башкортостан Наталья Шагиева. И мы поговорили о всем самом интересном и передовом, что касается получения и оформления прав на недвижимость.